В парламенте Республики Саха заговорили о деколонизации. Депутат публично раскритиковал главу республики Айсена Николаева. Имея самую богатую по недрам республику на триллионы рублей, мы по нищете находимся в позорном 70-м месте. Сгорели или срублены наши леса площадью, сравнимой с некоторыми государствами мира. Отравлены наши реки и озера. Продвигается культ смерти, уносящий самых лучших людей и сынов нашего немногочисленного народа. Нас склоняет не изучать свой язык, древний, пришедший к нам от наших великих предков, минуя тысячелетия. От нашего суверенитета, стоившего жизнь многим тысячам жизней и поломанных судеб, осталось только воспоминаний. Мой честный, древний, мудрый, свободолюбивый народ за очень короткое время превратили безмолвных, бесправных, живущих в ежедневном страхе и несправедливости кучу людей. И за всеми этими бедами, выпавшими на нашу республику, стоит человек. Человек, который поклялся защищать нас перед Конституцией, народом и Богом. В любой другой стране мира лидер, допустивший даже малую часть из вышесказанного, исходя из совести, чести и достоинства, подает в отставку. В свое время выдающийся индийский политический деятель, который боролся за права своего народа, Джавахарлал Неру сказал: «Нет больших врагов собственного народа, чем воспитанная колонизатором интеллигенция, в нашем случае элита. Но сколько веревочка не виться, а конец будет. Этим деяниям нет срока давности». Разговоры о русском колониализме вышли из кухни в парламент. Республика Саха станет независимой. Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу свободе народов.